Тярш называется, да? Вот. Да, тут я не был. Довольно интересная крепость, конечно. Видишь, посередине вот это окно? Это и есть вход. Боевая башня. Вход. Поднимались в такое бревно с насечками. А бревно опиралось вот по бокам дырочки. Там такие выдвигались. Тоже бревна, скажем так. Вон там может быть то, что хочешь посмотреть. Так вот. Вообще я ехал в другое место, но попал сюда. Ну, вообще довольно интересно. Хорошо, что сделали дорогу. Дорога асфальтовая. По краю пропасти. Фу, впечатляющая дорога, я имею в виду. И крепость тоже. Крепость, которая я был. Забыл, как она называется, напомню потом. Раз. Вот где я лазил. Она есть у меня на моем YouTube канале. Интересно. Вот она. Цейлуам. Гора. Красивая. Тоже впечатляет. Пошли. Пошли к этой башне. Посмотрим. Может и правильно, что сделали так. Выдержать, поди. Обвязку такую. Красавица стоит. Вон сама крепость. Дальше. Старые камни. Заросшие колючки. Крепость, конечно, хорошая, интересная крепость. Даже вот это жилая уже получается. Башня, вот вход, ну как обычно все. Так вот. И вот еще одна башня стоит. Боевая. Внизу пробита уже. Так вот. Хорошо. Пойдем зайдем в крепость. Крепость, да? Тарш. Тарш я запомнил вроде. Вот вот. О, интересно. Естественно, все заросло. Жили люди. Вон осталось, я сейчас покажу, на окошке древнее. Этот подоконник, как его назвать, дерево, доска, вон, видать ее хорошо. По ней можно установить примерно установить по радионуклидному анализу, установить возраст крепости. Наверное, кто-то устанавливает, не знаю. Здесь вот это вход. Раз эта башня жилая, значит и вход на уровне земли. Так вот. Ну и здесь, естественно, вот это вот я уже вижу не первый раз, вот такие штуки. Но, естественно, наверное, все-таки, наверное, стреляли, а как иначе? Так посмотрели,
Ну, не знаю. Это входили, на бревна сюда входили. Перекрытие. Сверху выложились полы. Вот. И теперь еще вот хочу посмотреть. Вот она, еще одна здоровенная балка сюда вставлялась. Вот. Так вот. И раз балка, два балка. И здесь опять вот это типа, я не знаю для чего она. Может, воздуходувка какая-то. Может, что-то. Я говорю, я встречал вот эти. Именно в старых башнях они встречаются в старых. Ну вот. Вот такие вот башни в Ингушетии. Постройка интересная. Вон. Стены громадные. Вон башни выглядывают. Там бы вот это вверх залить цементом, раствором, и они бы стояли, вот как на Альбе Ерды. Там же залили вот эти верхушки, вверх стены разрушенные, залили раствором, и они спокойно стоят. Было бы здорово, честно говоря. Не надо их сильно восстанавливать, пускай они так и будут. Так интереснее, потому что. Вот. Так, там не пройти слева. Пойду я, где я зашел, там тут корова ходила зачем-то сюда. А так как когда она приходила. Ну вот. Вон та дорога узенькая. Там только не разъехаться. Разъехаться только на мотоцикле. Ну да хорошо, что сделали. Я пытался сюда подняться на мотоцикле, но посмотрю, что дорога обвалена, и я побоялся. А сейчас с удовольствием на пикапе поднялся. Но дорога узенькая и довольно такая стрёмная. Как стрёмная, по краю пропасти. Не очень люди боятся. У меня сегодня гости со мной едут. И они побаиваются. Так вот. Опа. Вот еще одна квартира. Скажем так, древняя квартира. Видите, опять дверь. Вход на уровне земли. Значит, это была жилая башня, я так понимаю. Вон, тут очень классно. Смотрите, там. Тут была большая крепость. Потому что это все постройки древние. И они довольно большие. Такие вот я вставлял вот эти центральные подставки, или как это назвать, колонны я встречал на Цоре. Значит, тут большая-большая была крепость. Интересно. Склеп древний стоит. Довольно вот этой купольной формы. Мне кажется, это древний. Более древний, чем домиком, который. Так что не буду. На истину не претендую, конечно, я не историк. Ну, пошли еще посмотрим. Вот я подходил. Тут еще одна квартира была. Ну-ка, солнце отсвечивает опять. Вот как было. Нравится башня, где мало народа. Сюда народ как бы не ездил, еще не стоптал своими ногами все. Вот смотрите, какой в окошке башня. Надо ее сфотографировать. Вот она. Раз. Это башня. Сейчас я ее сфоткать буду. Тарш, крепость Тарш. Надеюсь, я не ошибаюсь. Еще заглянем сюда, я руку засунул, ходить там нету смысла. Вот. Да. Центральная колонна. Вон, здесь вставляли полы, лаги. Современным языком говоря, не знаю, как они назывались раньше. На них накладывали пол. Посмотрите, у меня в ролике НИИ, там я снимал отреставрированную башню. Там были эти со временем, как оно было сделано. Довольно интересно. Так вот, еще раз. Башня. Еще одна башня.
Еще развалины. Я говорю, лучше бы зацементировать, ее не надо восстанавливать здесь. Деньги тратить, а верхушки зацементировать, чтобы она не разваливалась дальше каким-то раствором таким специальным. Хотел сказать, жидкими гвоздями с раствором цемента. И оно бы стояло. Ну, здесь уже, здесь смотрю, что башня, да, уже покосилась, и недолго ей осталось. Недолго ей осталось стоять. Жаль. Идем дальше. Вот, тут тоже башня стояла. Вот. Тут башня. Так, это не подойдешь, она стоит на углу, на утесе. И подойти невозможно. Чё? Ну, так они всегда, они почти все сделали. Козлы. Вон, целый отряд. Это же у них в крови заложено, они не ходят толпой, как бараны. Они друг за другом идут по тропинке, за главным козлом. Ну да, крупный козел впереди, остальные козы за ним. Интересно. Ладно, сюда посмотрим. Я же все хочу до этой крепости. А там уже не крепость, там осталась одна стена, по-моему. Вот осталось 1,5 стены. Ну да. Полторы стены. Здесь вот внизу вход был. Башня большая, наверное, это была все-таки жилая. Жилая была, наверное. Так, куда я? Туда. Не пойму, где я. Тут осталось совсем чуть-чуть с этой башни. Но эта башня тоже не боевая, не чисто боевая. Она, скорее всего, жилая, потому что она большая, просторная. И вход на уровень земли. Вот что я хочу сказать. Вот на уровне земли. Вот он. Вот он вход, я его сейчас показываю, но собственно и все. Так, сейчас я найду местечко, попробую там поснимать что-нибудь. Вот так вот. Ну да. Развалины. И вот опять угол показываю. Угол этой крепости. Вот он сейчас идет. И верхушка. Я говорю, там как бы забраться, не надо ее реставрировать, не надо перестраивать, эту верхушку залить цементом. Уже 5-й или 10-й раз говорю, как и она будет стоять еще 100 лет. А там уж какие-то другие технологии появятся. Было бы здорово. Сохранились бы крепости. Первозданным, ну не первозданным, но исторически более ценно, чем сейчас построили они. Конечно, интересно, но это новодел получается. Ну или почти новодел. Да, я спрашивал у строителя, они крепости строят на фундаменте, вот по Бишту, на фундаменте этих бывших крепостей. Но видно же, что это свежая постройка. Интересно, конечно, там очень мне понравилось, но это новодел по-любому. На месте старой крепости. Пойдем на ту крепость, дойдем, да. Уже, наверное, особо и смотреть нечего. Хочу добраться до Хени, до Лялах крепостей. Я сегодня специально на джипе приехал, чтобы туда пешком не идти, а проехать. Крепости относительно небольшие. Я так понимаю, что это в начале строили. Века на 15-м. О, как интересно.
вот показать склеп куполовидный. Эти склепы более древние, чем современные, вот эти, современные, чем более, которые с крыши. Так, по крайней мере, я слышу, я же не специалист, я повторяю, мое мнение субъективное. Я не пытаюсь что-то доказать. Я что слышу, говорю, кому не нравится, выражайте мнение в комментариях без обид и без хамства, без провокации. Вот. Склеп пустой, это хорошо. Склеп пустой, отсюда все. Нет, косточка есть небольшие. Да, он обвалился, видать. И все ушли оттуда. Вот так вот. Здесь он также закрывался. Были закрыты. Интересно, как он закрывался. Туда прислонялась доска, а сюда этот. Ну, наверное, так. Поэтому, пожалуй, можно закругляться. Мне надо поехать в Лелах, Хейни и Салги, по-моему, да, Салги. Ущелье, Салгинское ущелье. Там вот эти 3 крепости недалеко. Я специально взял джип сегодня. А, вот они, видать, хорошо. Отсюда. Тут еще один город там. Не знаю, как называется. Ну ладно.